В социальных сетях появилась публикация с жалобой о том, что детей в детских садах Ингушетии закормили манной кашей. Ее, по информации анонимного пользователя, дают и на завтрак, и на обед. Это стало поводом для внезапного профилактического рейда сотрудников Роспотребнадзора по детским садам республики. Молочная продукция, как вот сейчас как-то было прям поднято родителями, молочная продукция, она для детей очень важна. Молоко — это кальций, поэтому детей, конечно же, мы должны, да, но молочная продукция тоже должна поступать детям, дети должны ее получать тоже сбалансированно. Поэтому у нас идет в балансе завтраков, ужинов. Где-то если утром у нас идет молочные супы или каши, значит вечером у нас идут яичные запеканки, творожные запеканки. Свой контроль за питанием в дошкольных учреждениях ведут и сотрудники регионального Минобра. Проблема в том, что авторы публикаций пишут посты с обвинениями, при этом не указывая ни адреса, ни названия госучреждения. В этом случае невозможно узнать, где именно возникла проблема. Перспективное меню на 10 дней с Роспотребнадзором и размещают на сайтах организации и на информационных стендах детских садов. Для всех родителей, соответственно, меню доступно. А в соответствии с Санпин манная каша подается детям один раз в 10 дней. А также Роспотребнадзором проводятся плановые и невплановые проверки по поставляемым продуктам питания, приготовлению блюд для исключения рисков причинения вреда здоровью детям через питание. Уважаемые родители, большая к вам просьба. По всем замечаниям и нарушениям по организации питания и другим вопросам, касающимся воспитания детей, прошу звонить в отдел воспитания и социальной реабилитации детей Министерства образования и науки Республики Ингушетия по телефону 22 17 93. А также мы принимаем по вторникам и четвергам с 14 до 18:00. В любое время мы можем выслушать вас, выехать, проверить и, естественно, ответить на ваши письменные и устные заявления и замечания. Каждый родитель вправе знать, чем питается его ребенок в дошкольном учреждении. И в случае нарушения правил питания и в школах, и детсадах можно обратиться в соответствующие службы. Хотелось бы сделать небольшое разъяснение для жителей нашей республики, для родителей. Уважаемые родители, если вы обнаружили факт нарушения санитарного законодательства, обязательных требований, с заявлением обращаться в органы прокуратуры, в управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия. На сегодняшний день у нас действует постановление правительства Российской Федерации, в котором у нас предусмотрено ограничение. Плановые проверки мы не проводим. Сейчас у нас проводятся, согласно постановлению, только профилактические визиты. И если есть какие-то факты нарушения обязательных требований санитарного законодательства, то заявлением обращаться в органы прокуратуры, либо направлять нам в управление Роспотребнадзора. Мы уже должны будем это обращение согласовывать с прокуратурой, потому что инициатива исходит от прокуратуры.